Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина с очередными приветами из дома. Вот смотрите, тут лес, их тут 6. Вот один, два, три, четыре. Один лежит, не знаю, и один там за деревом. Вот их здесь вчера не было. Это откуда я рыженькую забирала. Ну, видимо, увидели, что они все в клещах. То есть им здесь жить недолго. Срочно ищу куратора, чтобы отправить. Потому что взять просто уже некуда. И, ну, вот все, что взяла своим собакам на кормежке, все раздала. Корма нету ни грамма. Вчера купила 2,5 килограмма, все отдала, все. Это нереально просто. Просто нереально. Выкормить столько. И вот это вот еще будут подкидывать каждый день. Я просто чокнусь. Краснодарские черные щеночки, выброшенные в мешке в лесополосу у дороги. Двое уже укушенные клещами, еле живые. Ничто не предвещало им выжить. Если бы не одна добрая девушка, неравнодушная, ездит и ездит кормить тех, кого выкидывают местные жители от своих же собак, народившихся щенков. Там так принято. Вся зарплата уходит на еду собакам, на симпарику от клещей. Ведь надо объехать все дороги, лесочки, где ее под кустами уже ждут эти выброшенные дети. Их около сотни. Порой нет денег на корм, тогда хотя бы хлеб. Они узнают ее машину и с какой же радостью бегут навстречу. Вот эти черные щеночки. Она очень просила помочь меня разместить, хотя бы показать. Рассказала их грустную историю. И в мае мы показали их в ролике. Откликнулась Ирина из Германии. Она пожелала забрать троих и подарить им семьи, за что ей огромное спасибо. Думаю, у нас все получилось. Все наши потуги не напрасны. Смотрите сами и радуемся, что малыши счастливы, и мы к этому чуточку причастны. Спасибо всем, кто помогал, кто откликался, кто участвовал. Вот наша Нелли лежит, жрет косточку, довольная. Нелли, красавица наша. Да, звездочка. Давай привет передадим, покажем, что у тебя все в порядке. Да, косточка вкусная, молодец. Вот она, наша Нелли, наша красавица. Вышли погулять с ней. Она ленивая, гулять не хочет. Вот ложится и лежит. В травке играется, колупается. Но гулять не хочет. Лучше играется так, в огороде. Пошли. Пошли, козочка. Идем, наша красавица. Да. Руки. Пойдем. Руки. Смотри. Руки. Вон. Парень поплыл. Молодец. Два щеночка, беспомощные, маленькие, в темном вольере ППЖ. Куратор Ольга пожелала спасти хоть одного, но не оставлять же второго. Забрали двоих. По прилету сразу в клинику. Лечили. Выжили. Ужасно хорошенькие.
Потом передержка. Спасибо пенсионерке Юлии Викторовне. И только потом дом, семья. На все про все ушло месяцев 5. И вот шлют приветы. Софи, сейчас Сельма и Соник. Радостно за них. Столько было переживаний. Но все сложилось и у них, братика и сестрички. Будьте счастливы. Машуля, чудом спасенная зимой, в мороз, грелась то в одном подъезде, то в другом подъезде другого совсем района. Бежала, куда глаза глядят, отовсюду пинки. И в очередной раз, когда успели ее застать в подъезде, наконец-то, прижавшуюся в углу, забрали, но с хромой ножкой. То есть кто-то успел пнуть, да так, что случился перелом тазобедренной кости. Пнули за то, что собака зашла в подъезд всего лишь погреться в мороз, в минус 53. А по прилету в Москву вердикт хирурга. Операция, конечно же, нужна. 22 тысячи стоит починить ее ножку. Резекционная артропластика тазобедренного сустава. Она очень замечательная. Вот бывает собака-праздник. Это о ней. Я мечтала бы иметь такую собаку. И я оставила бы ее себе, если бы не спасала сотни других, и у меня было бы время заниматься своими собаками. Это собака, которая всегда в хорошем, веселом настроении. Она с утра заряжает всех позитивом, она умудряется рассмешить людей. У нее неиссякаемая фантазия на игры и приколы. Ее судьба меня особо волновала. Мечтала, чтобы ее очень любили и отмечали ее особенный характер. И мне кажется, у нас это получилось. И ведь, несмотря на ее уникальность, индивидуальность, она все равно ждала свою семью. Почти год дождалась. Теперь семья пишет: у нас все отлично. Она постоянно с нами и постоянно заставляет нас смеяться. Эта собака – наша судьба. Она рождена, чтобы найти нас. Машуля, будь счастлива. А бегать по песку – именно это прописал тебе доктор в Москве после операции. И я счастлива видеть тебя в полном здравии.